Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. В Польше во втором туре президентских выборов победил кандидат от оппозиции Анджей Дуда. Мир вспоминает Иосифа Бродского в его 75-летие. И стена мужества в Вирджинии. О чем мечтают американцы? Начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Новая Польша. Экзит-полы президентских выборов присуждают победу кандидату от оппозиции. 53% за Анджея Дуду от партии «Право и справедливость». 47% избирателей отдают голоса за действующего польского лидера Бронислава Комаровского. Премьер-министр страны Ева Копач и партия «Гражданская платформа» поддерживали Комаровского. Премьер уже поздравила Дуду с победой и гарантировала сотрудничество, передают агентство. Свои поздравления сопернику, причем не дожидаясь официальных итогов, а их обещали сегодня поздно вечером, произносит и сам действующий президент. Если говорить об идеологии партии, которую представляет Анджей Дуда, «Право и справедливость» — это скорее национал-консервативная сила. Ее лидер Ярослав Качинский, как и его погибший в авиакатастрофе брат, известен достаточно резкой риторикой в отношении политики Москвы. Прокомментировать предварительные результаты выборов я попросил корреспондента польской газеты «Выборчий» в России. Пан Вацлав, тот факт, что на выборах в Польше победил еще вчера политик второго эшелона, демонстрирует ли наличие демократии в действии в стране? По-вашему, это так или это было протестное голосование, потому что электорат просто устал от Комаровского? Да, польский электорат устал, может быть, не столько от Комаровского, потому что у нас огромное значение в Польше имеет местное самоуправление, местные власти. Но и там тоже доминировали люди гражданской платформы. Ну, это, знаете, засиделись, можно сказать, подводные камни демократии, что и такое может случиться. Партия «Право и справедливость» всегда характеризовалась национальной центричностью и достаточно резким отношением к политике Кремля, особенно в последнее время. По-вашему, ждать ли после этой победы усиления критической риторики Варшавы? Отношения между Варшавой и Москвой уже настолько плохие, что дальше уже практически никуда. Уже было объявлено то, что вслед за Дудой Ярослав Качинский, настоящий лидер этого движения, будет баллотироваться в премьеры уже довольно скоро, в октябре. И если они будут у власти, Дуда и Качинский, это для Москвы огромный подарок на самом деле. Комаровский был опаснее, потому что он проевропейский, и он намного понятнее для Брюсселя. Но сейчас приходит на смену кто-то непредсказуемый евроскептик. И голос и вес Варшавы в Европейском Союзе будет гораздо ниже. Это очень хорошая новость для Москвы. Российские ураганы едут в сторону Украины. Колонну техники сфотографировал корреспондент агентства «Рейтер». Вы сейчас видите эти снимки. Как сообщается, колонна насчитывает несколько десятков транспортных средств, включая реактивные системы залпового огня «Ураган», военные грузовики, причем без номерных знаков, и несколько бронетранспортеров. Накануне конвой проехал город Матвеев-Курган и свернул в поле с дороги вблизи границы с Украиной. Другие темы. Беженцы войны в Украине подсчитали, за время боевых действий из зоны конфликта в другие регионы переселились более 1 миллиона человек. Больше всего люди переезжали в Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Киев. Специально для переселенцев ремонтируют санатории, заброшенные детские сады и больницы. Об условиях, в которых сегодня живут беженцы, далее наш материал. Год назад Любовь Лаврова вместе с детьми бежала из Донецка, как из страшного сна. В мыслях было одно – остаться в живых. Тут дуже було складно в тому плане, что... Очень сложно было. Просто сидеть было очень тяжело. Нельзя привыкнуть к тому, что постоянно вокруг громыхает. Психологически очень сложно. Что-то там громыхает. Так женщина сменила большую трехкомнатную квартиру в Донецке на крохотную темную комнатушку под Киевом. Живет здесь вместе с 3 детьми. А на хлеб зарабатывает пошивом поясов для украинских солдат. Платят немного – от 30 гривен за штуку. Потом я зимой сильно заболела, шил сын, уже ему добавили чуть-чуть больше, 40 гривен.
Ну, за 40 гривен не каждый садится колупаться. Чисто вот может на патриотизме. Заказы в зависимости от того, есть ли у волонтеров их приобрести, потому что фурнитуру не за что покупать. Это вообще чисто символическая цена. Заработанных денег хватает разве что на оплату коммунальных услуг. Но любовь не падает духом и все еще мечтает вернуться в спокойный Донецк. Больше с работой и жильем повезло крымчанке Сусанне. Приехав в Киев после так называемого референдума, женщина сразу же устроилась поваром в санаторий. Там они с мужем живут до сих пор. Муж Сусанны подрабатывает на временных работах. Наши-то уже знали, придет Россия, ничего хорошего не будет. И вот нас не поддержал никто, а татар там мизер по сравнению с другим населением. Как уезжали из Крыма, Сусанна вспоминает неохотно. Ведь на родине остался сын – защищать интересы крымских татар. Даже здесь, в Киеве, женщина все еще боится сказать лишнего. Тут на помощь приходят волонтеры. Говорят, на государство надеяться не стоит. Волонтеры своей деятельностью подменяют многие структуры государства. И это и касаемо и жилья, потому что то жилье, которое предоставляет государство, оно на сегодняшний день оно очень низкого качества. И касаемо работы, очень много различных инициатив, которые помогают по трудоустройству. А вот представитель Министерства социальной политики утверждает, что государство для украинцев, которые приехали с оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, делает самое главное. Будь-яка особа, яка приїжджає із неконтрольованої території. Каждый человек, который переехал с зоны АТО или с оккупированной территории Крыма, должен быть обеспечен социальными выплатами. Эти же граждане получали там пенсии и соцвыплаты, а у некоторых приближается и пенсионный возраст. И всех их необходимо обеспечить в упрощенном порядке именно этими выплатами. Їх треба забезпечити в спрощеному порядку саме цими виплатами. Тем не менее, большинство переселенцев до сих пор остаются безработными и добиваются социальных выплат. И многие пока еще надеются вернуться домой. Ирина Кононенко для «Настоящего времени», Киев. И пока Киев пытается решить гуманитарные и военные вопросы, переговорный процесс между воюющими сторонами продолжается. Однако явных, видимых результатов на Донбассе он пока не приносит. Возможно, потому что силы сторон не равны. В этом уверен Вашингтон. Передаем слово в США. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей. Кстати, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко недавно назвал минский переговорный процесс колониальным, в котором Россия шантажирует Украину войной. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрик Рубин дал комментарий нашей коллеге Ирине Матвейчук. Очевидно, что мы не разделяем мировоззрение господина Путина по многим вопросам, и это один из них. Мы не считаем переговоры слабостью, мы считаем, что переговоры – это то, как завершают конфликты. При этом мы считаем, что нужно очень жестко придерживаться рамок и красной черты по таким вопросам, как то, что будущее Украины будет решаться украинцами и никакой другой страной, и что никто не имеет права заключать сделки в обход самих украинцев. И важнее всего – мы четко дали понять, что санкции останутся в силе и что последствия для России будут продолжаться, покуда будет продолжаться агрессия с ее стороны. Каких действий можно ожидать от Запада, если сепаратисты вновь пойдут в наступление? Я не могу сказать, как это будет выглядеть конкретно, но я могу сказать точно, что последует очень жесткая реакция. И я могу сказать, что мы четко дали понять, что если Россия выполнит свои обязательства, санкции будут отменены. Мы говорим это абсолютно серьезно, как и европейцы. Речь не идет о постоянных санкциях, но о санкциях, которые привязаны к выполнению конкретных обязательств. США и Евросоюз выразили глубокую обеспокоенность принятым в России законом о нежелательных иностранных и международных организациях. Представитель Госдепартамента Мари Харф заявила, что закон является новым свидетельством того, что Кремль усиливает репрессии против независимых голосов и предпринимает намеренные шаги, направленные на изоляцию российского народа. Согласно закону, нежелательной может быть признана иностранная или международная неправительственная организация, которая представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Сотрудникам таких НПО может грозить штраф или лишение свободы сроком до 6 лет. Закон осудили и ведущие правозащитные организации. На сайте Change.org, популярной интернет-платформе для сбора подписей под различными петициями, появился призыв предоставить российскому оппозиционеру Михаилу Касьянову гражданство США за его вклад в развитие демократии. На данный момент под инициативой подписались 12,5 тысяч человек. Касьянов, сопредседатель РПР «Парнас», дал комментарий нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу. Я вот сегодня узнал, что в интернете требования к президенту США и Конгрессу США. И, значит, так, с улыбкой на лице удивлен этому.
Я-то думал, что уже эти наши пропагандисты, которых мы включили в список Немцова, уже как бы успокоились. Но вижу, что нет. Желчь из них хлещет, значит, полным ходом. Продолжает всякую чушь придумывать. Вот очередную, так сказать, сконструировали. Для вот граждан сообщаю, значит, что никаких намерений получать какое-либо иностранное гражданство не имел и не имею. Понятие soft power или мягкая сила в современной международной терминологии обозначает не силовые методы достижения политических целей, включая информационное и культурное влияние. Поэтому принцип мягкой силы часто называют гуманитарным оружием. Западные политологи указывают, что современная Россия обретает новую мягкую силу активного воздействия на умонастроение как внутри страны, так и за рубежом. Об истории и природе этого понятия в сюжете Вадима Оленичева. Концепция русского мира обрела новую жизнь после развала Советского Союза. Тогда российское общество потеряло прежнюю систему ориентиров и нуждалось в новой русской идее. Еще в 90-х российские идеологи подчеркивали, что быть русским – это значит иметь не общие гены, а общую судьбу. Владимир Путин произнес фразу «русский мир» еще в 2001 году, то есть вскоре после того, как впервые стал президентом. Термин этот довольно размыт, но это делается сознательно, чтобы избежать каких-либо юридических ограничений, утверждает Марлен Ларюэль, профессор столичного университета Джорджа Вашингтона. В ближайшем окружении Путина мы наблюдаем политический плюрализм. Кто-то выступает за этническое единство России, кто-то за мультиэтническое общество. Одни люди за православие, другие за отделение от религии. И все эти группы конкурируют друг с другом. Конечно, никто из них не идет против режима, но внутри этого круга различные мнения допускаются. Задача Кремля, по мнению Ларюэль, сделать свою политику настолько подвижной и изменчивой, чтобы новый идеологический продукт мог отвечать интересам как можно большего числа социальных групп и политических движений. Эти группы и движения могут непосредственно не участвовать в политическом процессе. Но благодаря политике режима Путина они начинают существовать в некой глобальной атмосфере, обладающей сильным влиянием. Как считает профессор Ларюэль, фраза «русский мир» инкорпорирует не только понятия «российский» и «русский». На глобальном уровне она приобретает некий мессианский смысл. В этом заключается одна из причин того, что «русский мир» превращается в своего рода идеологический бренд. Для Кремля, говорят эксперты на Западе, мягкая сила стала главным инструментом, формирующим имидж России за рубежом. С ее помощью оказывается влияние на народы ближнего зарубежья, Восточной Европы, а также на русскоязычные общины по всему миру. В странах, где действуют дипмиссии Российской Федерации и существуют русскоязычные общины, проводятся фестивали русской культуры, памятные дни в честь исторических событий и просто праздники для носителей русского языка. Цель всего этого – иметь средства мягкой силы внутри страны и за рубежом, иметь возможность проводить свою политику, но делать это гибко и ненавязчиво, чтобы всем было комфортно. Во внешнеполитических речах российских лидеров все эти усилия называются, цитата, «конкуренцией между различными моделями развития и системами ценностей». Однако в критических ситуациях, как это уже было в Грузии и Украине, такая политика делает возможным осуществление военной интервенции и даже аннексии целых регионов и республик-сателлитов. Теперь государствам, которые представляют собой иную от российской систему ценностей, нужно следить, чтобы эта мягкая сила больше не превращалась в жесткое давление. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Ближний Восток. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что на прошлой неделе иракские солдаты сдали город Рамади практически без боя. В интервью телеканалу CNN он отметил, что по численности они превосходили боевиков исламского государства, но, цитата, не проявили желания вступить в бой. Тему продолжит Алексей Березин. Силы иракского правительства и ополчения направляются к городу Рамади для того, чтобы выбить оттуда боевиков группировки «Исламское государство», захватившими этот административный центр несколькими днями ранее. Шиитское ополчение, иракские правительственные войска и проправительственные суннитские группировки провели удачную операцию против боевиков «Исламского государства», которые продвигались на восток после того, как захватили Рамади. В частности, удалось освободить от боевиков район Калдия. Американские военные и возглавляемая ими международная коалиция осуществила 22 авиаудара по позициям боевиков в Ираке. Удары в основном пришлись на город Рамади, цитадель исламистов город Мосул и территорию возле нефтеперерабатывающего завода в Бейджи. Падение Рамади считается самой значительной неудачей иракских сил безопасности в этом году. 5 авиаударов коалиции также пришлись на сирийскую территорию, где один из них уничтожил систему зенитной артиллерии в Пальмире, городе, который исламисты захватили в минувшую среду. Как сообщают местные власти,
В Пальмире боевики казнили порядка 280 человек. В 1987 году Иосифа Бродского, которому как раз присудили Нобелевскую премию по литературе, спросили, кем он себя считает. Он ответил: «Я еврей, русский поэт, английский эссеист и, разумеется, американский гражданин». В этом году поэту исполнилось бы 75 лет. О том, как мир вспоминает Бродского, наши коллеги в Праге. В родном городе поэта свободы Санкт-Петербурге всего на один день для посещения открылись 1,5 комнаты Бродского, что в коммунальной квартире дома Мурузи на Литейном проспекте. Бродский – это явление. Явление не только литературы, но и своего времени. Когда общепринятая мораль призывала быть как все, появился он, презирающий банальность и взорвавший шаблоны советской культуры. В каждой его крупной вещи, важной для него вещи, он говорит о самых таких глубинных и необходимых для человека вещах. Величина замысла, масштаб человека. В своем творчестве Бродский призывает вести себя с огромным миром как с равным. Равным себя в компании поэта чувствовал и его юный племянник. Он меня начал учить поэзии вот как-то, не теоретично, не менторски, а вот просто введение в профессию. Он мне вот объяснял, как делаются стихи. На сегодняшний день Михаил Яковлевич – автор книги «Бродский и его семья». Браться за написание этого труда опасался, ведь писать прозу и соотноситься при этом с самим Бродским не каждый рискнет. В результате разворачивается цепочка новых событий, интересных встреч, людей, которые тоже знали Иосифа, мы обмениваемся. У меня, может быть, будет возможность наконец встретиться со своей троюродной сестрой, его дочерью, которую я никогда не видел. Величина Иосифа Бродского все еще вызывает споры в российских культурных кругах. Но время неумолимо расставляет все по своим местам. И вот уже когда-то изгнанный из родного Ленинграда тунеядец, ныне почетный гражданин Санкт-Петербурга. В фонтанном доме Анны Ахматовой воссоздан его американский кабинет, а в ближайшие годы обещают открыть музей-квартиру в доме Мурузи уже для постоянного посещения. Ксения Аблес, «Настоящее время», Санкт-Петербург. В этом мае Бродским полны все города, где помнят и ценят поэта, живут его творчеством. Столица Чехии Прага присоединяется к местам, где звучит эссеист, драматург, переводчик. Сегодня Бродского читали и мы. Коллектив, который готовит программу «Настоящее время», собрался в студии. И нас объединило стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Минута нашего личного Бродского. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду. Сел рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки помимо воя. Перешел на шепот, теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Ровесник Иосифа Бродского, советский русский поэт и прозаик Евгений Рейн дал интервью программе «Радио Свобода» «Культ личности». И вот лишь несколько фрагментов беседы, подтверждающие, Бродский жил в своем мире, был ни на кого не похож, своим принципам не изменял даже наедине с самим собой, находясь в ссылке в Архангельской области. У меня есть такой приятель, он живет в Лондоне, он работал всю жизнь на BBC, Ефим Славинский. И он пригласил меня на новоселье. Я пришел, там девушки, юноши выпивают, и какое-то замешательство. Выходит ко мне Славинский и говорит: слушай, ты должен тут нам облегчить положение. Я говорю: а в чем дело? Тут находится один человек, который нас зачитывает своими стихами. Мы не хотим слушать эти стихи. Ты можешь ему сказать, чтобы он ничего больше никогда не читал? Я говорю: а кто это? Он говорит: я тебя сейчас познакомлю. И он выводит юношу, рыжего, румяного,
Я ему говорю, тут же не читают стихи, тут выпивают, закусывают, ухаживают за девушками. Приходите ко мне домой, и там будете читать. И я дал ему свой адрес. На другой день он ко мне пришел. Это был Бродский. А я ему привез такую высоченную банку югославской ветчины. Так он приходил с работы, выпивал кружку колодезной воды и заедал вот этой жирной ветчиной. И это был его обед. Я говорил: Иосиф, зачем? Вот я супчик сварил, вот картошка горячая. Нет, если я буду питаться так, как ты мне советуешь, то они меня победили. А если я буду есть воду с ветчиной, то я победил. Для издания и распространения книг нужно время, а сегодняшний день требует возможности самовыражения в других форматах, более оперативных, доступных. Вот как раз об этом наши коллеги. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, проект жительницы города Александрия, штат Вирджиния, 3-метровая стена мужества заставил многих американцев остановиться на минуту, задуматься и поделиться своими самыми сокровенными желаниями, планами и страхами. Став своего рода социологическим исследованием, эта стена продемонстрировала, что многие американцы мечтают, например, переехать в другую страну или поменять работу. С автором проекта встретилась Ануша Витисян. Что бы вы написали на доске мужества, размещенной в самом центре вашего города? Вы не поверите, люди делятся своими самыми сокровенными секретами. Один маленький мальчик написал, что мечтает, чтобы у него хватило мужества, смелости остановить одноклассников, которые обзываются и издеваются над ним. Женщина написала, что мечтает набраться мужества и обратиться за помощью в приют для бездомных. Молодая красивая девушка написала, что она мечтает полюбить свое тело. И, конечно, некоторые пишут смешные вещи. Например, кто-то мечтает набраться мужества съесть майонез или покататься на велосипеде над вулканом. Нэнси Белмонт, мать 3 детей, которая занимается карьерным тренингом, установила эту 3-метровую доску в старом городе в Александрии, штат Вирджиния. Здесь она живет и работает. Таким образом, Нэнси пытается сблизить жителей города, помочь им бороться со страхами и не бояться говорить о тайном вслух. Теперь весь город радуется успеху ее проекта. Я прихожу сюда каждый день и читаю все, что пишут люди. Каждый день начинается с чистого листа, точнее, с чистой доски. Сложно удалять мечты людей, признается Нэнси. Но желающих поделиться оказалось больше, чем она ожидала. Буквально через 4 часа на доске уже сложно найти место для записи. Здесь возникают диалоги, люди начинают поддерживать друг друга и давать советы. Мужество – это когда ты, несмотря ни на что, можешь взглянуть в глаза своему страху, переступить через него. Мужество – это знать, кто ты на самом деле, и заниматься тем, что делает тебя счастливым. Побеседовать с президентом, отказаться от сладкого, говорить людям, что я о них на самом деле думаю, посмотреть в глаза тому, кто напал на меня, найти новую работу, убежать с женщиной моей мечты и никогда не вернуться, жить на все 100, не курить и не пить, любить и быть любимым. Вот некоторые тайны, страхи и желания жителей этого американского городка. Я хочу научиться меньше себя контролировать и меньше от себя требовать. Во время беременности я поняла, что можно однажды проснуться и понять, что теперь все будет по-другому. Раньше я участвовала в марафонах и контролировала свое тело, а теперь мое тело контролирует меня и творит чудеса. Я мечтаю, чтобы у меня хватило смелости написать книгу о своей матери. Жить без Wi-Fi, потому что я провожу очень много времени в телефоне. Теперь Нэнси планирует поставить стены мужества в больших городах США. Для нее и для тех, кто делится самым сокровенным, это не художественная инсталляция, это жизнь, если бы у меня хватило мужества. Ануша Витисян, «Настоящее время», штат Вирджиния. В Московском театре ДОК вновь вспоминают участников болотного дела. Коллеги в Праге. Эфир ваш. Так и есть, Наташа. Одноименная пьеса, основанная на воспоминаниях родственников узников 6 мая, идет при полном аншлаге. Материалом для обстановки стали десятки интервью и других свидетельств участников судебного процесса. У героев пьесы нет имен, имена есть у авторов текстов. Спектакль посмотрел мой коллега Андрей Королев. Мне на плечи кидается век волкодав. Я когда слушала реплики актеров,
постоянно узнавала какие-то собственные мысли и начала вспоминать, это я рассказывала или не я рассказывала. Анна, жена узника Болотной, антифашиста Алексея Гаскарова, приговоренного к 3,5 годам тюрьмы, явно смущена новой ролью. Быть соавтором пьесы «Болотное дело», поставленной театром ДОК по мотивам интервью с родственниками фигурантов уголовного преследования, оказалось труднее, чем бороться за свободу собственного мужа. А вдруг там вытащит самые какие-то дурацкие мои цитаты, и все это как-то будет выглядеть совсем не так, как оно есть. Спектакль «Болотное дело» – это история не столько фигурантов самого громкого политического процесса в новейшей истории России, сколько преломления их судеб через воспоминания близких людей. Актеры театра ДОК ничего не играют, они просто живут в мизансцене почти чеховской дачи, произнося тексты, не выдуманные драматургом, а аккуратно расшифрованные из диктофонных записей. Ну а как можно не увлечься людьми, сестрой, которая, значит, заботится о брате, девушку, которая связывает свою жизнь с заключенным, родители, которые стараются понять то, чего они не понимают. То есть это вот, ну, реально какая-то вот все равно гимн любви, гимн семье. Драматург Полина Бородина словно бы дает понять, что не имеющие сил что-то изменить в болотной истории общества пытается забыть этот кошмар. Однако есть узники и их близкие, для которых сюжет никогда не закончится. Они будут дружить, когда выйдут, что они будут как родные люди, и как бы взгляды друг с другом не разнились, они будут уважать мнение друг друга. И еще один важный момент, который в спектакле не показан явно, но в котором содержится главная страсть. Приятное, наверное, во всем этом, что психологически, когда ты видишь, что человек, которого ты ждешь, сам остается сильным и честным с собой, со всеми, как бы это придает очень много сил. Ты понимаешь, что все не зря. Андрей Королев, «Настоящее время», Москва. И далее программу продолжит эфир из Вашингтона. У коллег другие темы. Наташа. Да, у нас технология. Крупнейший американский интернет-магазин Amazon получил патент на новую систему доставки товаров с помощью беспилотников. В марте федеральные регулирующие ведомства дали Амазону разрешение на испытание этой новой технологии. Но, однако, доставка покупок по воздуху начнется не так уж скоро. Подробности в репортаже Джорджа Путича. В заявке на патент, которую опубликовало Патентное бюро США, Amazon планирует использовать систему GPS для доставки товаров не только в дома по всей Америке, но и прямо в руки покупателям в любом месте на территории США. Беспилотник будет засекать местонахождение мобильного устройства покупателя, как правило, смартфона, и это позволит летательному аппарату огибать препятствия, будь то другие люди, строения или деревья. Кроме того, беспилотник будет определять подходящие для приземления площадки и доставлять покупки в течение 30 минут. По соображениям безопасности Управление гражданской авиации США потребовало, чтобы в период испытаний беспилотники все время находились в поле зрения операторов, что очень ограничит дальность полетов. Думаю, они будут работать над этим параллельно с развитием новой технологии, так что я не вижу таких проблем с безопасностью, которые могли бы воспрепятствовать этой технологии. Amazon все еще не рекламирует беспилотные доставки, однако эксперты полагают, что это вопрос ближайшего будущего. Я думаю, что в достаточно обозримом будущем они начнут доставлять заказы. Мы уже видели, что это делается в зонах катаклизмов и труднодоступных районах. Я думаю, что на такой способ доставки существует огромный спрос. Что касается возможных столкновений беспилотников с различными объектами, а также вандализма и краж самих летательных аппаратов и доставляемых товаров, эксперт полагает, что опасения эти преувеличены и что журналисты неверно истолковали способ доставки к дверям домов покупателей. Если вы представите, что беспилотник доставит товар вам на крышу, то вы сразу сможете отделить это от пешеходного, автомобильного и воздушного движения. Так что в будущем, возможно, на крышах американских домов появятся специальные платформы для доставки по воздуху товаров небольшого размера. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Сергей, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.